Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Москвы и Абхазии в различных областях в развитии договоренностей, достигнутых на встрече глав государств Абхазии и России в Сочи 12 ноября. В частности, обсуждалась возможность использования опыта программы «Безопасный город», которая успешно осуществляется в российской столице. Также рассматривалась возможность изучения абхазскими специалистами образовательной программы «Московское образование» для возможной адаптации к условиям абхазской образовательной системы. На встрече также шла речь о возможности оказания правительством Москвы содействия в открытии в Абхазии отделения многофункционального центра, что существенно облегчило бы жителей Абхазии, обладающих российским гражданством, возможности для оформления необходимых документов. Кроме того, стороны обсудили возможность проведения Дней Москвы в Абхазии весной 2021 года и отметили заинтересованность в реализации ряда совместных перспективных проектов. В посольстве Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве в области культуры, сельского хозяйства, образования и спорта между Абхазией и Никарагуа, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Республики. Соглашение подписали чрезвычайный полномочный посол Абхазии в Венесуэле и Никарагуа Заур Гваджава и чрезвычайный полномочный посол Никарагуа в Венесуэле Яуаско Кальдерон. С момента введения запрета на ввоз в Абхазию вычислительных машин для извлечения криптовалюты на абхазо-российской границе задержано 2505 единиц такой техники. Об этом сообщил председатель ГТК Гурам Инапшба премьер-министру Александру Анкваб на встрече, посвященной обсуждению механизма осуществления контроля за соблюдением введенных ограничений. Он пояснил, что таможенный досмотр автотранспорта, пересекающего границу Абхазии, из-за отсутствия технических средств осуществляется визуально, часто разгружая транспортные средства. И этот процесс, в свою очередь, увеличивает нагрузку на таможенный пост ПСО и создает водителям большие неудобства. Александр Анкваб поручил максимально ответственно отнестись к процедуре контроля въезжающего на территорию Абхазии транспорта при необходимости с привлечением сотрудников структурных подразделений силовых ведомств. В рамках встречи также была обсуждена динамика передвижения грузового транспорта с товаром в пиковый сезон вывоза цитрусовых плодов. По информации председателя ГТК, с начала сезона в республике вывезено около 22 тысяч тонн мандаринов. В среднем объем вывоза этой категории товара за сутки составляет 978 тонн. В Абхазии проходит массовая вакцинация от сезонного гриппа. Министерство здравоохранения республики приобрело 15 тысяч доз вакцин Ультрикс и Совигрипп российского производства. Прививка формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и Б и предназначена как для детей, так и для взрослых. Как проходит процесс вакцинации в столичных поликлиниках, расскажет Эсма Гуланзе. В эти дни в Сухумской городской поликлинике проходит массовая вакцинация взрослого населения. Вакцина Совигрипп российского производства защищает от сезонного гриппа типов А и Б. Прививка дает возможность иммунитету столкнуться с возбудителем инфекции и понять, как от него защищаться. А значит, организм будет готов к встрече с вирусом. Заражение не произойдет, либо будет протекать в легкой форме. По линии Минздрава нам выделили 1000 доз Совигриппа. Эта вакцина вызывает у человека формирует очень высокий специфический иммунитет против сезонного гриппа. Данная, как говорится, вакцина, она без концентратов. Возрастного ценза у нее нет. 60 и выше. Ежедневное посещение людей в процедурный кабинет на вакцинацию составляет где-то от 10 до 20 человек. Имеются еще бригады, которые выезжают по определенным объектам, где связано по роду учебной профессиональной деятельности, где большая численность
По данным ВОЗ, последствиям вирусов больше всего подвержены пожилые люди с хроническими заболеваниями, маленькие дети и беременные женщины. Даже у молодых здоровых людей грипп может спровоцировать серьезные осложнения. Бесплатную вакцинацию в поликлинике могут пройти все желающие, не имеющие противопоказаний. Сделать прививку от гриппа в городской поликлинике может любой гражданин Абхазии, независимо от места жительства и прописки. Для этого даже не требуется иметь с собой паспорт. Массовая вакцинация проводится и в детской поликлинике. Делать прививку от сезонного гриппа можно детям с 6 месяцев. Через неделю-две начинает вырабатываться стойкий иммунитет против инфекции. 10 ноября этого года мы получили противогриппозную российскую вакцину «Ультрикс». Она идет без консервантов, специально для детей. Вот это тоже довольно такой значительный факт, положительный факт вакцина. И на самом деле никаких побочных действий не было. Единственное, это небольшая болезненность в месте укола этой вакцины. И то она была где-то, по нашим данным, у 3-4 детей. А также несколько дней назад мы получили еще вторую российскую вакцину «Совигрипп». Они, конечно, все апробированные вакцины, уже не первый год мы их получаем. Вот, так что мы хорошо с ними знакомы. И я хотела бы сказать родителям, чтобы они не опасались, приводили своих детей. Это и наш вакцинальный кабинет в поликлинике всегда открыт до 5 часов. Пожалуйста, можете прийти. Ребенок будет обследован и направлен в вакцинальный кабинет. Малышам от полугода до 3 прививка ставится в ножку, детям старше 3 лет – в плечо. А ты куда пришел? Из дома А куда ты пришел? в больницу. А что ты будешь делать в больнице? Даниэлю укол надо делать. На прививки часто мама тебя водит? Да. А Даниэль не делает. А ты делаешь, да? Да. Далеко не все родители спешат делать своим детям прививки. Кто-то опасается, что лишний поход в медучреждение увеличит риск заражения ковидом. Другие считают, что прививки от гриппа сейчас вообще не нужны. Врачи, напротив, убеждены, что в условиях пандемии важность вакцинации от гриппа возрастает. Ведь это возможность избежать осложненной двойной инфекции. Или еще хуже, если человек переболеет за сезон и гриппом, и коронавирусом. Общий уровень вакцинации в этом году, он ниже, чем в прошлые годы. Ну, видимо, это как-то связано с некоторыми опасениями у населения. Вот на сегодняшний день, уже прошел месяц, можно сказать, мы вакцинировали всего по городу Сухум около 300 детей разных возрастных групп, включая школьников и маленьких. Вот это, конечно, небольшая цифра. Хотелось бы, чтобы она была выше. Всемирная организация здравоохранения, она этот год провозгласила под таким девизом, что отказ от вакцинации – это одна из самых глобальных угроз человечества. То есть родители должны ответственно подходить к этой проблеме. Конечно, сейчас есть опасения в связи с нашей коронавирусной инфекцией, но если какие-то опасения у родителей есть, мы можем здесь у себя провести дополнительные тесты, чтобы исключить коронавирусную инфекцию и спокойно провести вакцинацию от гриппа. Министерство здравоохранения Абхазии приобрело 15 тысяч доз вакцин. Прививку от гриппа можно сделать бесплатно в районных больницах и поликлиниках. Эсма Голандзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуми передал медицинские изделия индивидуального пользования представителям врачебной амбулатории села Псху Сухумского района. При содействии общественной организации «Союз граждан России» медучреждению были переданы механические кресла-коляски, телескопические костыли, ходунки, противопролежневые матрасы, автоматические измерители артериального давления, измерители концентрации глюкозы в крови. Данный вид субсидий реализуется ежегодно. В 2019 году Дом Москвы передал гуманитарную помощь Центральному военному госпиталю Министерства обороны Абхазии. Сотрудниками МВД раскрыты преступления по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки и ввоза на территорию Абхазии психотропных веществ. Подробности в оперативной сводке Министерства внутренних дел.
Незаконные приобретения, хранение, перевозку, а также ввоз на территорию Республики Абхазия запрещенного психотропного вещества вменяется проживающему в городе Сухум Тане Мизану Вячеславовичу, 1993 года рождения. Гражданин Таня был задержан сотрудниками УКОН МВД после пересечения зоны таможенного контроля на КПП ПСОЛ. При личном досмотре у мужчины изъяты хранимые при себе капсулы психотропного вещества пригабалин. Расследование по данному факту проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Республики. Аналогичное преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой отдела милиции поселка Цандрипш. Незаконно ввезенное психотропное вещество пригабалин изъято у задержанного после прохождения зоны таможенного контроля на КПП ПСОЛ гражданина Рихвиашвили Рустама Артемовича, 1998 года рождения, жителя поселка Бзыпта. Уголовное дело, возбужденное в отношении последнего по части 1 статьи 223 и части 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственный отдел УВД по Гагарскому району. Задержан подозреваемый в совершении кражи из домовладения в поселке Цандрипш. Похищенное имущество, а это электробытовое оборудование, изъято сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными милиции Цандрипшского отдела внутренних дел в ходе проведенных оперативных мероприятий в отношении задержанного Арашба Зураба Тимуровича, 1998 года рождения. Расследование уголовного дела по факту хищения чужого имущества проводит отдел дознания УВД по Гагарскому району. Зураб Арашба отпущен под подписку о невыезде. Наркотическое вещество метадон изъято у жителя города Сухум. 3 медицинских шприца с инъекционным раствором, содержащим наркотическое средство, незаконно хранил при себе гражданин Хаджим Бахаджара Джорджевич, 1980 года рождения. Последний был задержан в результате реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска контрольного пункта милиции Мюссера. В отношении Хаджарата Хаджимба возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Хищение чужого имущества предотвратили сотрудники Пицунского отдела милиции. В 4 утра по улице Гицба путем взлома и отжатия металлической жалюзи злоумышленник проник в кафе-магазин, откуда пытался совершить кражу товаров и алкогольной продукции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Покушение на кражу вменяется жителю города Пицунда 1977 года рождения Ковтуненко Роману Николаевичу. Последний не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан на месте преступления. Международный военно-патриотический проект «Возвращение имени» продолжает работу. В Абхазии есть немало семей, чьи родственники пропали без вести в годы Великой Отечественной войны. Только по официальным данным около 8 тысяч человек. Сотрудники МВД Абхазии, участвуя в проекте «Возвращение имени», устанавливают семьи пропавших солдат и встречаются с ними. 78 лет назад в кровавых сражениях за Керчь и Феодосию оборвалась жизнь красноармейца Тимура Чеченовича Бганба. Старший политрук Бганба ушел на войну в 1941 году. Долгое время о его фронтовом пути ничего не было известно. Лишь после окончания войны семья узнала, что он пропал без вести. Долго пытались отыскать следы погибшего родственника, узнать хоть что-то. Неоднократно обращались с запросами в различные инстанции, но все безрезультатно. Благодаря содействию Министерства внутренних дел Абхазии удалось установить родственников солдата, нашедшего вечный покой на Крымской земле. В год 75-летия Победы члены семьи красноармейца наконец-то получили весточку о родственнике и узнали о его боевом пути. Тимур Бганба погиб в боях за Керчь и Феодосию в мае 1942 года. Нами были получены списки, по которым нам стало известно, что ваш родственник был старшим политруком в управлении штаба 01-го СКФ во время Великой Отечественной войны на территории Керченского пролива. Оказалось, что в Сухуме проживает родной племянник красноармейца Заур Бганба, который родился спустя 10 лет после того, как родной старший брат отца погиб в военных сражениях. Задумчивый, устремленный вдаль взгляд. Эту единственную фотографию погибшего дяди семья хранит особо трепетно. Пропитанный воспоминаниями снимок с фронта Тимур Чеченович отправил своей маме с очередным письмом, которое было потеряно во время Отечественной войны народа Абхазии. Когда его на фронт забрали, я еще не был рожден. Но от слов родителей мы знаем, что он определенные,
должности занимал. Тогда не были министры. Был народным комиссаром земледелия, был народным комиссаром финансов. И после этого в 1941 году он был призван в ряды советской армии, на фронт. Благодаря проекту возвращения имени уже найдены более 230 семей, погибших из Абхазии. По поручению министра внутренних дел Дмитрия Дбар, участковые уполномоченные милиции во всех районах республики занимаются проверкой списков погибших в Великой Отечественной войне и устанавливают контакты с их родственниками. Следующим шагом в этой работе будет вручение родным погибших документов Великой Отечественной войны. 10 декабря в селе Дюбжа Ачимчирского района сгорел жилой двухэтажный дом. Об этом сообщается на сайте МЧС Абхазии. Сообщение о происшествии на пульт оперативного дежурного пожарно-спасательной части Ачимчирского района поступило в 14:56. На место выехали 2 пожарно-спасательных расчета. К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена половина дома. Вследствие пожара все имущество пришло в негодность. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Завершился прием заявок на участие в международных конкурсах на лучший проект памятника и благоустройства площади имени Сергея Багапша в Сухуми и на лучший проект памятника в городе Ачимчира перед зданием администрации района. Соответствующий приказ подписал министр культуры Гудиса Агарба. Рабочей группе по проведению открытого конкурса на лучший проект памятника поручено к 25 января 2021 года завершить прием проектных работ в соответствии с поданными заявками на участие в конкурсе. Завершился прием заявок. На сегодня у нас желающих принять участие в данном конкурсе выявлено 7 проектов. При этом на данном этапе мы определили сроки до 25 января на предоставление уже презентационного материала для участия в конкурсе. За это время участники конкурса представят нам свои макеты, планшеты, то есть весь необходимый презентационный материал. При этом хотел бы заметить, что будет возможность у жителей Абхазии ознакомиться с проектами. Государственная комиссия будет определять лучший проект памятника. Однако при этом на время проведения конкурса мы не будем информировать наших граждан о конкурсантах. Каждый проект он будет кодифицирован, будет присвоен ему свой номер. И затем, когда комиссия определит лучший проект, данное решение нами было принято для того, чтобы у членов комиссии, наших архитекторов, художников, скульпторов была возможность равноудаленно и объективно оценивать сами работы. И по завершению этого проекта, конечно же, мы озвучим всех авторов данных проектов. И мы планируем, что в ближайшее время, по завершению конкурса, мы приступим уже к решению вопроса по изготовлению самих памятников и к реализации данных проектов. При этом хотел бы также отметить, что проект по лучшему памятнику Сергея Васильевича Багапша также предусматривается проект благоустройства площади. Это площадь привокзальная морского нашего вокзала в городе Сухум. Также помимо проекта самого памятника, также предусмотрено в конкурсе и проект благоустройства данной площади. Есть ряд конкурсантов, которые уже продемонстрировали свои проекты. Часть участников конкурса официально обратилась письменно, заявилась о желании участвовать в конкурсах, но пока проекты мы не видели. Единственными условиями конкурса это были ориентация на местности, определены точные места, где должна быть установка памятника, а также пожелания комиссии о размерах, объемах данных проектов. И, конечно же, мы понимаем, что вне зависимости от того, какой проект будет лучшим, какой проект комиссия определит, вне зависимости от этого у Государственной комиссии по монументальному искусству также будет возможность сделать свое заключение и рекомендации. В случае, если будет выбран лучший проект памятника, тем не менее комиссия может рекомендовать вносить определенные коррективы по материалу изготовления, по объемам, по размерам памятника и так далее.
В рамках российской инвестпрограммы 2020-2022 в Гулрыбском районе ведутся работы по асфальтированию дорог и прокладке водопроводных труб. Как проходит ремонт и когда завершится, узнавали наши корреспонденты. Репортаж Гугуцы Вардания. Вот уже более 2 месяцев в поселке Агудзера ведутся ремонтные работы по укладке новых водопроводных труб. Проделана большая часть работы. По словам специалистов, водопровод в поселке окольцован. Его общая протяженность 9,5 тысяч метров. Уложено уже более 8 тысяч. Таким образом, работы близятся к завершению. Везде будут колодцы к частным домам уже с выходами, чтобы населению было удобно подключаться. Частники будут сами подключение делать, но будет не дальше от дома, чем 30 метров каждый колодец. К секционным домам подключение будем производить мы сами. Как говорят местные жители, нормального водоснабжения здесь нет на протяжении многих лет. Вода в кранах есть, но не питьевая. Вот они достают трубы и думают, как мы могли вот с этих труб воду получать. Столько гадостей, это же отравление. А сейчас они вековую работу делают. Эти же трубы веками, ну не скажу веками, но лет 100 продержат, наверное. Но вода поступала, но все-таки плохая. Очень плохая. Если проверить, было бы, наверное, еще хуже, но... приходила, нам лишь бы помыть, а мы все равно таскали воду с источника. Вся население питьевую брало оттуда. При укладывании водопроводных труб специалисты столкнулись со сложностями. Чтобы проложить новый водопровод, пришлось коснуться и тротуара. В связи с этим был произведен демонтаж старой плитки. Сейчас специалисты укладывают новую в 2500 квадратов. В Агудзере очень много сетей связи, так как раньше это был закрытый город, и вот по дороге идти невозможно. Единственный вариант был по тротуару. Старая труба, магистраль тоже проходит под тротуаром. Ремонтные работы в Агудзере ведутся в рамках российской инвестпрограммы специалистами фирмы «Астория Аквасервис». Стоимость проекта около 42,5 миллионов рублей. Питьевую воду местные жители здесь смогут получить примерно через 2 недели. Также ремонтные работы в Гулрыбском районе по замене водопроводных труб ведутся по улице Багба-Багатыра. Если у жителей поселка Агудзера в кранах шла вода, пусть и не питьевая, то жители этой местности и примыкающие к ней улиц вообще не получали воду на протяжении многих лет. Ремонтные работы по укладке водопровода здесь идут около 4 месяцев. Это самый большой участок, это разводящие сети Гулрыбш. Предназначен для того, чтобы обеспечить частный сектор водой. Это вот от Обжуйского шоссе до берега моря. Улица Багба-Багатыр и радиальные примыкающие к ней улицы. Это частные дома, постройки. Значит, вот отсюда, от этого места, дальше пойдем наверх, мимо туберкулезной больницы, и врежем всю эту сеть в резервуары. 11 миллионов магистральный Мочарская, это Обжуйское шоссе, 4 миллиона Каштак-Лесная, и здесь 30 с небольшим, но здесь 10 километров труб. Укладкой водопроводных труб занимается фирма «Лига-1». Ремонтные работы планируют завершить к концу этого года. Гугуца Вардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 14 декабря – скорбная дата в истории Абхазии. В этот день, 28 лет назад, над высокогорным селом Лата был сбит вертолет с беженцами на борту. Жизни лишились более 80 человек, в основном женщины, дети и старики. 14 декабря в Гудауте у памятника жертв Ладской трагедии состоятся памятные мероприятия и возложение цветов. Начало в 12 часов. Продолжаем выпуск. По проспекту Аяйра напротив парка Славы в Сухуме высажены саженцы вечно зеленого декоративного дерева павловния. Департамент ЖКХ администрации города Сухум продолжает работы по благоустройству парков и улиц столицы. Подробности в репортаже пресс-службы администрации города Сухум.
Грациозное и ярко цветущее дерево павловния теперь будет украшать проспект Аяра напротив Парка Славы. Департаментом ЖКХ администрации города Сухум высажено 17 корней цветущего дерева. Оно цветет 2 раза в год, высота его не превышает 10 метров. Подлежит обрезке в любое время года. Вечно зеленое дерево живет от 70 до 100 лет. Саженцы привезены из юга России. В нашу богатую зелень это будет очень яркий акцент посадить грациозное цветущее дерево. Дерево, которое в год 2 раза дает цветение. Породы павловни бывают разные, но мы выбирали породу, которая подходит для садово-парковых зон, которая не достигает выше 10 метров и цветет в год 2 раза. Дерево неприхотливое. Годовой прирост этого дерева от 3 до 5 метров. Это дерево неприхотливое, подлежит обрезке в любое время года. Первые цветы появляются с середины февраля, цветет 7-8 недель. И опять повторно цветение начинается уже глубокой осенью. По словам главного специалиста ЖКХ администрации города Сухум Камы Кутеля, якорная корневая система дерева не будет нарушать тротуарную зону, в отличие от гималайских кедров и камфорных деревьев. Нас заинтересовало это дерево своим видом, это одно. Конечно же, такой важный момент, то, что корневая система у этого дерева, она якорная. Если сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой, что наши камфорные лавры, гималайские кедры, они нарушают тротуарную зону и со временем уже носят аварийный характер, то это дерево не имеет такой корневой системы, и поэтому я думаю, что со временем мы не столкнемся с такой проблемой. Название дерева павловня появилось из-за ошибки немецких естествоиспытателей Филиппа Зибальда и Йозефа Цукарини. Они хотели дать растению название по имени дочери императора Павла, Анны Павловны, но назвать род словом «Анна» было невозможно, поскольку такой род растений уже существовал, а отчество Павловна они посчитали вторым именем. Павловня в Абхазии произрастает в некоторых селах, в народе называется деловое дерево, но оно малоцветущее и в основном используется для сырья. Высаженное в Сухуме павловня – цветущее дерево, это колерованный сорт фортунас. Есть такой вид, вот именно который у нас в Абхазии прорастает, его называют деловым деревом. Это павловня, которая больше пригодна для сырья. Только 20% цветения она дает. Это материал такой очень гибкий, и сегодня он стал очень популярным среди мастеров. Очень много что производят с дерева павловни. А тот сорт, который мы сегодня посадили и дальше будем сажать в наших парках, это сорт, который называется фортунас. Это порода павловни, которая дает цветы. В других местах в Абхазии именно сорт фортунас не встречается. Транспортная компания «Саида Инапшпа» взяла на себя все расходы по доставке саженцев в Абхазию. Глава администрации Беслан Федорович Эшпа и работники администрации, мы все хотим выразить благодарность директору транспортной компании Инапшба Саиду, который помог нам осуществить поставку этих саженцев к нам в Сухум. Всего администрация города закупила 50 корней павловни. Часть саженцев разместили в ботаническом саду, пока не будет выбрано место для посадки. Илана Какаля, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 12 и 13 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем 12-17 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.